пошли в сторону материка и пропали. Вот их искать туда ездил Александр Васильевич Колчак. По якутскому обычаю, конечно, вот сиертомы там соблюдали. Вывернула транец, и мотор повис на одном кабеле. Мог и там 1-2 метра торчать там этот остров. Землю Находкина оставили там для будущих исследователей. В связи с тем, что на 1000 километров открывается водная поверхность, то возникает и угроза волны. В Арктике вообще невозможно там, совсем без риска. Находкин Николай Александрович родился 1 июня 1958 года в селе Марха Ленинского района Якутской СССР. Кандидат биологических наук, заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха-Якутия, почетный полярник России, эколог. 13 лет с 80 по 93 год он работал в Институте биологии Сибирского отделения Российской академии наук. Первым из Саха защитил кандидатскую работу по специальности экология. В 1988 году создал общественный экологический центр, который впервые вскрыл правду о проводимых в Якутии мирных атомных взрывах, автор полевого справочника «Птицы Якутии». Николай Александрович – автор таких книг, как «Современные технологии для жителей Севера», «Спасатели Якутии», «Записки начальника службы спасения Якутии», многих статей. Со дня основания в 2001 году и по настоящее время член редколлегии журнала «Наука и техника в Якутии». Сегодня он генеральный директор ООО «Безопасная Арктика» и представитель Всероссийского научно-исследовательского института гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС Российской Федерации в Якутии. Во-первых, базальтовое строение скал, явно это вулканического происхождения. И то, что в окрестностях острова Бенетта, там, где выходят дымы, там поднимается дно морское, подводный вулкан. Он растет где-то со скоростью там, около метра в год. И последние измерения были в 1983 году, почти 40 лет прошло, а там глубина средняя была около 30 метров. И мы предполагали, что может, он уже торчит над водой. Тоже получается, может, новый остров есть. Хотя я понимаю, что там океанские льды, они, как поле со страшной силой давит, она может срезать пока, но мог и там 1-2 метра торчать там этот остров. Мы должны были его исследовать. У нас были подводные камеры специальные, эхолоты. Но в последний день, когда мы готовились уже к отходу, а это бы запланировали мы на обратном маршруте 3 километра крюк сделать и посмотреть эти места. Но из-за того, что мы не нашли устье реки, пришлось нам на океанском берегу располагаться. Поэтому, чтобы не шаркались эти катамараны об гальку, мы один спустили, а второй на лебедке вытянули наверх. Он стоял на суше, но последний день, получается, откуда-то пришла огромная волна, и вот чуть не перевернула. Порвала все растяжки и второй волной вытянула его в море. И так как у нас там мотор стоял, вывернула транец, и мотор повис на одном кабеле, тросе газа, и унесло в море. И тут же море успокоилось. Вот как будто какая-то боржа прошла. На реке так бывает. И успокоилось. Удалось вытащить катамаран к берегу. И
вместо дальнейших исследований нам пришлось заняться ремонтом, строительством. Из 2 катамаранов собрать один на обратную дорогу. И вот эти несчастные 3 километра до нового острова мы не доехали, поэтому землю Находкина оставили там для будущих исследователей. Координаты могу сказать, где это находится. Это вулкан, но ученые спорят, мало исследовано. Там исследовали наскоками. В плане у нас было поставить там автономную сейсмостанцию, но из-за санкций международных мы не нашли. Оказывается, они все были зарубежного происхождения. В 2020 году мы планировали это взять, а в этом году, к сожалению, эти санкции не позволили. Но я собирал данные о возможности большой волны. Раньше, все равно это же не в последний день и не в последнее время происходит. Это явно происходило и раньше. Но мне говорили, цунами там в советской Арктике там не бывает. Но Арктика она всегда была под 2-метровым льдом. И есть обрывки таких опросных данных. Например, в декабре 2011 года у Устьяне резко прибыла вода с моря. Утонула машина, которая стояла на берегу в 20 километрах от моря. Погибли водители на Урале на 53-м километре Зимнего Яна. Очень резко прибыло. Я спрашивал объяснение. Но местные жители говорят, это где-то там нагонный ветер дул из Карского моря надул там. Но Карское море очень далеко. И зимой это явно связано с сейсмикой. Подобные случаи есть, обнаружили и в Тикси. Там в феврале пропал рыбак со всем своим хозяйством в Усть-Оленевском заливе. Потом его искали с самолета и не могли найти. И потом, когда сравнивали сейсмический, архив сейсмических событий, оказывается, там именно в том месте 1 февраля 1980 года, когда он пропал, там было землетрясение 5,6 балла, очень сильное. Но, возможно, дальнейшее распространение эти загасили льды, а рыбак пропал. Если бы он провалился, там собаки и так далее, они вернулись бы домой. А так, не было ни домика, ни снегохода там. И поэтому, конечно, в связи с тем, что на 1000 километров открывается водная поверхность, то возникает и угроза волны. И наше предложение исследовать более активно сейсмическую активность, установить сейсмодатчики на всех островах и по побережью. И, в принципе, необходима система предупреждения цунами, аналогичная той, которая есть на Дальнем Востоке. Потому что все арктические поселки находятся на очень низких берегах. И даже в нагонные ветра и в приливы, когда совпадает, там соленая вода, там, например, по Алазее там заходит на 40, там, больше километров. То же самое сказать можно по Яне. Поэтому, мало ли что, климат у нас изменяется, и необходимы предупредительные исследования. И на всякий случай готовить, предупреждать население. Например, северных оленей, последний раз я их видел Эдуард Толь
1902 году. Они несколько оленей подстрелили, их 4 было, они искали землю Санникова. И 2 наших земляка было, Горохов и Дьяконов вместе с ним. Но почему-то они, вот, имея стадо оленей, он написал, около 30 оленей имеется на острове, они не заготовили еды на зиму, на случай зимовки. А случилось-то, на них, видимо, рассчитывали, но когда лед встал, олени ушли. Поэтому люди остались там без возможности перезимовать, поэтому они пошли в сторону материка и пропали. Вот их искать туда ездил Александр Васильевич Колчак. В 1903 году мы прошли ровно по его пути, но он тащил 600-килограммовый вельбот по льдам, а мы прошли на надувных судах. Вот настолько изменился климат Арктики. В это же время года? Да, он в августе дошел до Беннета, и когда обратно он отходил, он ждал, когда ветры отгонят льды. А мы там льды видели только там в Благовещенском проливе, и все чисто. Ну и землю Санникова искали-то из-за того, что птицы летели на север. И они мимо Беннета еще пролетают в сторону Канады. Поэтому и там, вот эти туманы, конечно, очень удивили. Сильный ветер, а туман не проходит. Нас поддерживали, конечно, наши родные, многие люди там желали. Очень нас вдохновило то, что Эдейдора напутствовал нас. И мы по якутскому обычаю, конечно, сиертомы там соблюдали. Оладьи там перед каждым опасным переходом там выполняли обряды. И удивило то, что в Тикси, например, если собрать время штиля в течение года, получится 7 суток. Всего 7 суток без ветра в Тикси. А мы были еще намного дальше. И представляете, мы 18-го ночью вышли в путь, потому что пятачок такой тихой погоды. И мы за этим пятачком шли, он довел ровно нас до Беннета. Поэтому мы не отдыхали, не останавливались, все шли. И все местные ребята, которых разговаривали, встречались, они вообще удивлялись, как 5 суток может быть тихая погода. Там полдня, когда не дует, это праздники. А здесь 5 суток. Конечно, мы чувствовали такую моральную поддержку. Очень капитально, кажется. И в любой ветер иногда на обратном пути, конечно, шторма попадали крепкие. У нас Элькин питерский даже придумал термин серфинг на катамаране. Я внутри каюты на смартфоне отслеживал траекторию, скорость движения. И иногда большая скорость получалась. Обычно около 13 км в час, а тут под 20 км. Думал,
как так у меня, или этот врет телефон, или что. Оказывается, Эркин это ловил волну, как серфер, и с вершины вот старался держаться склона, и с криками там и скатывался с этой волны. И в этот момент у нас скорость была очень приличной. Хорошо, когда море глубокое, они более плавные. Но когда мелкое и когда вот бьются течения разные, там иногда впечатление такое, что там разорвет. Катамаран страшно скрипит. Представляете, дерево трется об дерево там. А мы все связки сделали только на веревках. И иногда их подтягивали, перетягивали. Но вот этот люфт, он позволил нам добиться целей. У нас один из участников, Андросов Валерий, он оленевод, он даже нарты оленей он так привязывает, что даже сковородка там не падает на всяких поворотах. Поэтому, конечно, он умеет так завязывать узлы, что мы прошли вот несколько морей. У нас вот катамараны используют, это не было самоцели, просто не было судов. Вертолет туда не долетает с грузом. И чтобы стройматериалы отвезти дома, конечно, нужно было что-то придумывать. А так как мы не имели морского опыта, там достаточно, духа должно быть у участников. В принципе, понимаешь, какая разница, 10 метров глубина или километр. Когда начинаешь думать, начинаешь бояться. И то же самое по расстоянию до берега. Или 100 метров, или 100 километров. Физические законы-то одинаковые. Просто в душе боишься, конечно. Вероятность была, можно было не дойти вообще, да? В Арктике вообще невозможно там, совсем без риска. Я говорю, но он был оправданный риск. Там и волны были большие, но у нас поддержка была со стороны нашего штаба. Мы примерно знали, какую там погоду ждать. Льдов было мало. Если что-то случилось бы, спасательная операция возможна или нет сейчас, в наше настоящее время, на этих широтах? Маловероятно. У нас судов нету там ходить, а там очень часто непогода. У нас вообще алгоритм поисковых работ в Арктике не отработан. Есть разные организации, пограничники, например, погранзона, есть Министерство обороны, есть спасатели Минтранса. Но Минтранс реагирует только если на судах, а если на острове, то их не касается. Пограничники могут документы проверять и так далее, но спасение людей тоже, у Минобороны тоже свои задачи. Больше всех хочет, наверное, местная администрация, ихние люди, когда пропадают, но у них нету ни сил, ни средств. Поэтому для того, чтобы осваивать Арктику, конечно, этот алгоритм поисково-спасательных работ и в нормативном отношении нужно приводить под единый знаменатель, на федеральном уровне. В принципе, только, наверное, космическим мониторингом можно делать, а так физически очень сложно. А подводная лодка не дойдет маленькая? Мелко, да? Да там любая лодка может дойти. Для подлодки там мелко, наверное, там 30-50 метров. Для быстроходных судов там это запросто. Даже не быстроходных. Потому что там, я говорю, очень частые туманы.
Если островы этого не видно, то что говорить о корабле-то? До Северного полюса сколько там, чтобы сориентироваться? Ну, там довольно далеко. Довольно далеко, потому что Северный полюс, он находится около Канады. У них там рядом. А нам надо там через этот океан проходить. Ну и вот то, что вот полынья оттуда начинается, значит, ее издавна что-то подогревает. Подводные гейзеры там, что-то. Ну, она вот из-за того, что парит, там и авиации плохо добирается. Там метео-то нету, пока долетишь, погода 10 раз изменится. Туман наступит, и туда не высадишься. А сейчас то, что мы домик сделали, ну, позволяет все-таки ученым добраться туда. И, ну, дом есть, уже можно там жить. И, ну, опасность представляют эти белые медведи. Потому что льдов нету, они голодные. Они во льдах только могут охотиться на тюленей. А так как льдов уже давно не было, они давно не евшие, поэтому мало боятся там выстрелов, там отпугиваний. Очень решительные и наглые такие. Поэтому жить там в палатке опасно. А домик будет, значит, ну, исследователи могут проводить свои наблюдения. Прыгаем, прыгаем. Давайте, давайте, толкайте лодку, я крайний.